Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, пожалуйста, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки под видео, за ваши хорошие добрые комментарии и за ваши донаты. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания звучит так. С чем вы совсем скоро попрощаетесь и что новое войдет в вашу жизнь? Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. С чем я скоро попрощаюсь и что новое войдет в мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим для начала, с чем вам придется попрощаться. С чем мои зрители попрощаются? С чем вы, мои дорогие, попрощаетесь? Что уходит навсегда из вашей жизни? Какие ситуации, обстоятельства? С чем вам придется попрощаться? Так, ну что, интересно, я прям аж засмотрелась. Досмотрелась. Здесь, смотрите, у нас здесь стрелка, видите, вот такая большая идет в гору стрелка, да? А здесь у нас топор, прям такой, знаете, как топор палача. И кувшинчик, у которого отбилась ручка, мои дорогие. Ну что, кто-то стоит просто на моменте перехода в новую жизнь, в новые отношения, в новую счастливую эпоху. С чем вы будете прощаться? Ну, например, с отношениями, которые себя уже как бы исчерпали, изъели, и они просто вредоносные получаются, да. Вот у вашего чайничка, да, у вашей лампы, здесь в Турции вот такие лампы, да, как лампы Аладдина, они знак семейности и семейных отношений, семейного счастья. Вот у вашей такой лампы отбита просто ручка, да. И вот у нас тоже есть такая пословица, когда говорит, что у битую чашку уже не склеишь, да. Вот этот момент, он присутствует и здесь. То есть если ваши отношения сложные, хрупкие, трещат по швам, они как маятник, они, знаете, более такие разрушительные, то нужно, конечно же, их заканчивать и просто выбираться, да, рубить вот этим топором кедрене фени, да, как говорится, и идти в новую жизнь, да, к новому успеху. Здесь у вас трезуб идет, да, это знак и мастера, и знак успеха. Понимаете, вот такие вот прям, ну, это не вилла, это трезуб именно идет. Вам нужно стремиться именно туда, к своему достижению, к своему счастью и к своей новой счастливой жизни. То есть нельзя бояться одиночества. Я вижу, что здесь человек как бы на выборе, да. Вот здесь двое, смотрите, двое, один другого за руку тянет, а здесь человек один, и он как будто бы один под большой крышей. Вы боитесь одиночества, вы боитесь остаться не в удел, вы боитесь остаться в такой ситуации, когда, как говорится, ни котенка, ни ребенка, да. Но это утрированно, я говорю, да. Вот почему-то есть страх одиночества. Прямо от этого песка идет страх. Я боюсь одиночества. Пусть там косенький, кривенький, зато мой, да. Вот это самые страшные слова, честно. Вот можете закидать меня плохими комментариями, можете меня закидать дизлайками, даже отписаться от меня можете, но я своего мнения не поменяю. Мне 40 лет. Я, скажем так, больше 25 лет занимаюсь эзотерикой, принимаю людей, плюс свой жизненный опыт моих близких и родных. Вот поверьте, никогда косенькие, кривенькие мужчины не сделают вам счастья. И лучше быть одной, чем абы с кем. Вот поверьте.
Иногда можно в такую себя ловушку загнать, в такой капкан себя посадить, что потом, как говорится, укусил бы себя за локоть, да не достанешь. Вот так вот, мои дорогие. Это мое мнение, я не навязываю, я просто его озвучиваю. Вот я вижу, что тут девочка, женщина, ну, может даже и мужчина, понимаете, тоже такое бывает. Живет, мучается, страдает, там с кочки на кочку, понимаете. Голова уже просто там еще чуть-чуть и оторвется, да, настолько уже подпилили человека, да, просто подпилили. Там уже и по здоровью, и по психосоматике. Здесь уже все просто порушено, да, вот как ну, дерево, да, пилят, там уже такая маленькая щепочка осталась, да, как говорится, на волосинке все держится. Вот и вы держитесь на волосинке. Либо вас добьют вот таким вот, извините меня, отношением, либо вы просто сорветесь, и уже там невозможно даже предположить, что может быть. Вот, поэтому я вижу, что вот кто смотрит это гадание, кто смотрит эту отсыпку, девочки, мальчики вот сильные, все-таки, несмотря на все эти страхи одиночества, все вот эти комплексы. А знаете, есть же еще такая страшная штука, когда там родственники говорят: да что ты там, как там, разведенка, брошенка, там бобыль, да, вот какие-то обидные такие слова находят, да, и вот прям типа мы тебя не обижаем, мы там тебе желаем добра. Фигня это все, извините за слово. Не слушайте никого, слушайте только себя и свое сердечко. Ваше сердечко вас не обманет. То есть если вам плохо в этих отношениях, изначально плохо, ну поверьте, ну лучше не станет. Вот я вижу по песочку, что человек все-таки примет решение, примет. И себя, вот видите, вы в центре вы стоите, руки вверх расправили, победитель, вы победите эту ситуацию, вы себя полюбите. Понимаете, себя полюбите и себе дадите шанс на новую счастливую жизнь. Вот такой момент я у вас вижу, мои дорогие. Здесь очень четко это видно, да, человек в центре. Человек в центре, он побеждает свои страхи, свои сомнения, может быть, даже какие-то комплексы, шоры, зажим. Вы сможете это сделать. И вы собственными руками, собственной головушкой и собственным сердцем запретите все неугодное и все вредоносное для себя. Пойдете в новую счастливую жизнь. Это очень четко. Вот у меня самый главный рисунок — это вы. Да, здесь разбитая чаша. Окей. Здесь вы в центре. Это, скажем так, самое главное событие. Человек свободный, счастливый и человек рад сам себе. А в будущем прекрасный знак пары. Две птички. Смотрите, как очень четко видно, да? Мальчик-птичка такая у нас толстенькая, упитанная, а девочка-птичка очень изящная, тонкая и ранимая. А что между ними? Крыша дома, мои дорогие. Крыша ихнего собственного дома. Вот такая идет ситуация. Ну, я постепенно до этого дойду. Извините, просто увлеклась. Что я еще хочу вам сказать? Я вижу, что страшно, я вижу, что боязно, но эту ситуацию пора менять. Пора менять, и вы ее менять будете. Будете, и удача, вот удача, видите, на вашей стороне. Вот вы планируете, да, вы планируете. Вот эта сторона — это планы. Это планы и надуманное, да. А эта сторона — это реализация и настоящее. То есть здесь, смотрите, вы планируете, да, уйти, например, из отношений, но вам страшно одиночество, да. А здесь вы до сих пор как будто бы тянете этого человека: ну давай, пожалуйста, что-нибудь там вместе делать, меняйся, что-нибудь как-то прояви себя. Но на самом деле, ну а что вы тянете? Этот человек просто мертвым грузом лежит, и скорее там мертв, чем жив, да, то есть и вообще ничего по жизни не хочется. Вот, а вы все тянете, все надеетесь. Но я вижу, что бросите вы это все дело, затею эту, и вот пойдете к своему осуществлению. И удача будет на вашей стороне. То есть, знаете, как там проснетесь вы однажды утром и скажете: а хватит с меня, вот реально задолбало, все, хватит. Я живой человек, я хочу жить, любить и развиваться. И вы встанете и пойдете этим путем. Вот поверьте мне, так и будет. Вот эта ситуация, она просто вас перестанет в один момент волновать. Вообще, что кто скажет, что где кто сделает, да, что там я буду страдать, переживать одиноко. Нет, вас вообще это все перестанет волновать. И вы вот прям такой гордой походочкой пойдете в новое счастливое будущее. Вот таким прекрасным человеком, в прекрасном одеянии, в прекрасном настроении, с руками скинутыми к небу, вот таким счастливым человеком вы будете. Почувствуйте себя и счастливым, и довольным, и энергетически наполненным человеком. Вот такая ситуация у вас произойдет. Сами себя сделайте.
Что еще от вас уходит? От вас уходит какой-то крючок. Крючок, даже не знаю, то есть здесь либо это на работе у вас происходит, либо в семье, в отношениях. Может быть, родители могут так манипулировать. Иногда, да, могут нас там иногда шантажировать. Типа, о, ты меня там не любишь, я там тебя растила, всю свою жизнь тебе отдала, а ты там от меня уйти хочешь, да, либо там еще что-нибудь. Да. Вот, ну, бывает, вот честно, бывает. Родители могут пошантажировать своих деток. Потому что они нас вырастили, они знают, как на нас воздействовать. То есть иногда даже вот этот шантаж, они считают, что это во благо, да, я там типа своего ребенка направляю в нужном направлении. То есть такие моменты тоже есть. Вот, либо это кто-то из ваших родителей, либо на работе. На работе может быть начальник, руководитель, коллега, абьюзер, да, который вот втесался вам в доверие, да, и вас постоянно как будто бы использует в свое благо. Вот этот человек уходит, вот этот крючок, он просто сломается, да. Во-первых, этот человек, который манипулировал, он полностью перед вами станет обнаженным, но не в плане там, что голый, да, а в плане того, что вот все его вот эти вот махинации и хитрости всплывут. Человеку будет крайне стыдно и неудобно. Тут я вижу, ну, разговор очень серьезный будет разговор, и закончится он тем, что вы просто договоритесь, что никто никуда не вмешивается, и ну, каждый живет своей жизнью, каждый делает свою работу. Да? Вот такой момент будет. Если это ваш руководитель, то знайте, что вам повышенница придет. Да, может быть, не самое большое, но тем не менее приятное. Вы наконец-таки заслужите, вернее, получите по заслугам. Следующий момент. Я вижу, что тут дорога. Дорога, либо это переезд, либо это новые возможности, которые перед вами откроются. Переезд, например, в другой дом, переезд в новую локацию. Смена жилья, может быть, даже ремонт какой-то сделать, и уже как-то по-новому все пойдет. То есть вы будете меняться внутренне, вы будете меняться внешне, и мир вокруг себя вы тоже будете менять. Знаете, вот я вижу, что все старое, оно вот как оседает, да, вот как осадок, да, уходит вниз, 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 вот муть, да, вот как там вода, если мутная, да, когда она немножечко постоит, она отстаивается, да, и вся вот эта вот грязь, она уходит на дно, а чистая вода прозрачная остается. Вот у вас такая ситуация происходит. Так, с чем вы еще прощаетесь? Ну, пройдет немножко времени. Вот смотрите, вы попрощаетесь с одним человеком, и в вашу жизнь войдет другой человек. Понимаете, вот как будто бы у вас, ну, как замена, да, замена игроков на поле произойдет. Но тут именно качественная замена идет. То есть человека там, например, да, подстреленную птичку убирают, да, и дают смелую большую. Даже вот у вас две птички, да. Смотрите, какие две птички здесь. Очень прям прекрасные птички. Вот одна птичка мужская, очень такая большая. Кстати, мужчина будет большой, либо крупный, либо такой, знаете, ну, это не толстяк, это не полный человек, а вот именно крупный, либо по росту высокий, либо там качок может быть какой-нибудь, либо человек вот, ну, это не жилистый, вот такой, знаете, вот сбитый, да, вот бывают такие сбитые люди. И человек, кстати, если он, скажем, не будет обладать этими внешними свойствами, то он будет обладать внутренними. Да? Человек либо с хорошим положением, с высоким положением, либо человек, который вот сам себя сделал, да, в плане того, что там бизнес создал, работу, мастер он какого-то своего дела. То есть человек очень такой добротный и стабильный. И вы вот такая утонченная и прекрасная, не знаю, там голубица, как это правильно сказать. Знаете, тут вы выбираете мужчину. Вот в прямом смысле слова вы будете выбирать того мужчину, который будет с вами. Потому что я вижу, что у вас еще как будто бы несколько претендентов за спиной стоит. Даже не так. Вот я вижу троих, да, 3 человека. Либо вы сравнивать будете с 3. 3 есть, и вы одного из них выбираете. Да, выбираете самого, не знаю, там, стабильного, что ли, да, самого человека, которого чувствуете, вы реально чувствуете. А у вас встреча вот по звездочке пойдет. То есть она уже у вас прописана, встреча с этим человеком. И будет у вас прекрасный дом, причем дом какой-то, знаете, вот прям, может быть, даже несколько домов, да. Может быть, квартира и дом, может быть, вы будете жить на 2 города, на 2 страны. То есть какой-то такой момент, что 2 идет. 2 места, где вы находитесь. Один поменьше, другой побольше. Вот такие моменты происходят. Но что я хочу вам сказать. Вот с этим новым человеком у вас судьба. Его лодка к вам плывет, и ваша лодка к нему плывет. То есть вы
вы должны были друг друга найти, или это вам по судьбе, и ему, и вам прописано, да, чтобы соединиться и жить одной большой счастливой жизнью. Это все, мои дорогие, у вас произойдет. Вот такой у меня получился для вас, такое гадание получилось. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.